Сейтия Сейдаметов был отважным и трудолюбивым человеком. Занимался он сельским хозяйством. К своему делу относился с особым интересом и ответственностью. Посвятил этому практически всю жизнь. Сейтия ага хорошо знал овцеводство. С его помощью в совхозе стремительно развивалось сельское хозяйство. За высокие показатели в 1966 году Сейтия Сейдаметов был награжден орденом Ленина. Всегда перевыполнял план по области. Его показатели были выше других на 135%. Сейтия Сейдаметов родился в 1937 году в селе Доброе Симферопольского района. Рос в многодетной семье. Как и весь наш народ, был депортирован в Среднюю Азию. Там попал в степи Ташкентской области. Поэтому вынужден был заняться пастушеством. О его трудовом подвиге писали в различных печатных изданиях. В газете «Ленин Байрагы» также была статья о деятельности Сейтия ага. Он был награжден различными грамотами и медалями. Его супруга Эдиби Сейдаметова вспоминает о Сейтия Сейдаметове так. Он был пастухом, спокойным и порядочным человеком, хорошим семьянином. У героя сюжета 4 сыновей, 9 внуков и 7 правнуков. Сыновья постоянно помогали ему в поле. Сейчас семья Сейтия ага проживает в селе Краснополье. Сейтия Сейдаметов умер от сердечного приступа в возрасте 50 лет, так и не увидев родину. До 16 лет ходил с ним в поле, помогал пасти овец. Как не стало отца, мы продолжили его дело. Сотрудники Крымско-Татарского музея культурно-исторического наследия продолжают изучение темы обладателей орденов Ленина и героев социалистического труда. Научный сотрудник музея Мустафа Мустафаев считает, что результаты труда Сейтия Сейдаметова достойны звания Героя социалистического труда. И вот в 1973 году он был представлен к этому званию. Но так как в отношении крымско-татарского народа, тогда, когда поднялась самая такая волна национального движения на родину, вот этот репрессивный аппарат сделал так, что золотую звезду героя он не получил, как крымский татарин. Ограничились только 2-м орденом Ленина. Эдиби Сейдаметова дала молодежи свои наставления. Я желаю вам долгой жизни, благополучия, счастья вашим детям и внукам. А также желаю вам дожить до наших лет, но прожить эту жизнь очень сладостно и ярко. Наши соотечественники надеются, что для героев социалистического труда, так же, как и для героев Советского Союза, будет создана аллея, чтобы увековечить их трудовой подвиг на века. Айша Шулакова, Аким Бекиров, телеканал «Миллет».